Когда объявили войну, я подготовил самодельные альбомы, альбомчики, наточил карандаши, сумку полевую достал. В общем, не на войну как бы ехал, а показать войну, вести дневник и потом людям рассказать, значит, то, что я видел. Но война оказалась не так простая, потому что мы думали очень быстро разгромив немецкой фашистской армии. Не так-то получилось. Он всю жизнь, он сны не видел. А если что-то приснится, только война. Вот он вернулся, когда с фронта, первая картина у него о войне, и последняя картина, вот в 1985 году, у него большая картина была «Война» называется. Это один из самых масштабных мастеров. Он создатель национальной школы изобразительного искусства, школы реализма. Человек, который целиком и полностью воплотил свою эпоху, 20 век. Каждого мальчугана бывает увлеченность чем-то. Мы жили в школе, мама работала в школе, уборщицей работала. Ну, видимо, среда, вот это, там книги, рисунки, педагоги, это все повлияло. Где-то 4 годика я уже начал рисовать. Талантливый мальчик переносил на бумагу все, что видел. Семья Якуповых жила в Старо-Татарской Слободе, рядом с Азимовской мечетью. И мама, и папа из простонародья. Детей в семье 7. Харис своим трудом зарабатывает на бумагу и краски, рисует, продает свои работы. В школе был изо-кружок, потом подросший Харис пошел в изо-студию. Поступить в училище было легко, да вот только не до искусства тогда было. Война началась для него в 1940 году. Вместе с однокашниками из училища он отправляется на север, на границу с Финляндией. 20 лет они ушли, еще на финскую ушли они, не защитив даже диплом, эскизы дипломные зашли их как диплом, они всем курсом добровольцем ушли на фронт, на финскую, а потом уже перешло все это в Отечественную войну.
Его первые фронтовые зарисовки были сделаны еще в 1941-м. Солдаты насмерть стоят в Подмосковье. Каждый город, каждое селение ежечасно переходит из рук в руки. «6 декабря наши войска сдают город Елец, а 9 входят обратно в него». Удачная контратака вдохновила молодого художника. Ну, рисовать тоже было некогда, но так хотелось на тему освобождения Ельца сделать хотя бы натурной наброской. Было много там трофейной техники, брошенные немцами, танки, самоходки, пушки и так далее, и так далее. Я отстал от своей части и где-то около часа поработал. Я изображаю пленных немцев, идущих через переправу на восток. Будет тепло. Терпи. Изображаю радостные лица женщин, стариков и детей. Нашу славную пехоту, наши танки Т-34, залпы «Катюши». Привез сотни зарисовок натурных. Вы, наверное, были в галерее. Там только часть натурных зарисовок. Вот он говорил, я знаю всех художников Советского Союза, ну, фронтовиков, друг друга знаем. Но столько рисунков ни у кого нет, как он же целые выставки же делал фронтовых зарисовок. А еще у него там несколько альбомов сгорело в танке. Так что он и там не бросал карандаш. Около 250 зарисовок прямиком с поля боя. Наследие Хариса Юкупова. Позже оно воплотится в его по-настоящему монументальных полотнах, в летописи длиною в вечность. Парадокс в том, что многие деятели искусства, видные, крупнейшие деятели искусства, не имеют склонности к преподавательской деятельности. Они великолепные мастера в своем деле, но обучать молодежь, давать ремесло художника не все способны. Харис Ар-Рахманович,
как раз наряду с тем, что он великолепный мастер, он почти всю свою жизнь отдал педагогике. Мало того, что еще до войны он закончил художественное училище, он начал преподавать сразу же после войны, и многие его выпускники стали видными деятелями изобразительного искусства и ведущими педагогами в художественном образовании. Он очень молчаливый человек и не все высказывает. И как раз это мне импонировало. Он очень мало говорил. Мало, никаких замечаний. А темперамент у нас совершенно разный. Если, допустим, Харис Абдрахманович, он больше от расчета, от ума идет в творчестве. У меня совершенно другое, у меня больше на чувствах. И я даже удивляюсь, как это он выдерживал, как педагог. Потому что вроде бы что-то нужно было, замечания делать. Если, допустим, Харис Абдрахманович писал картину, начиная от, как Микеланджело, от рукой начать мог в одном конце холста и заканчивал ее на другом конце, полностью холст уже заканчивал. У меня подход совершенно другой был. Он мог прийти на занятия, посмотреть, ага, картина, ну, нормально так, все, вроде бы на своих местах, в синей гамме. Вечером приходит, скажем, а картина уже в желтой или в зеленой или в красной гамме. Все переписано. Я за день мог все переписать, все перекомпоновать что-то. То есть, и все равно он к этому относился настолько лояльно и как-то с пониманием, как это ни странно, вроде бы другой психология, другой подход, и тем не менее ни одного не... Вот он только единственное, я помню, он спрашивал, а это так и будет? Всегда в человеке есть то, чего можно взять, как говорится, чему учиться. Это, в первую очередь, вообще его вот гражданственность, его, то есть вот подход какой-то, мышление какого-то на уровне государственного, не просто вот я художник, вот такой и все, а он как-то широко мыслить умел. Он бесспорно выдающийся художник, татарский художник, выдающийся и известный художник вот своего времени, так скажем. Мне что импонировало в его творчестве, это четкое реалистическое видение. То есть настолько тут нет какого-то шаг вправо, шаг влево, тут четкое явление, как реализм. Ну, называется соцреализм. Дело не в этом, как его назвать, а то, что он в душе реалист, точный, знающий, что хочет показать, что... И его вот гражданская позиция, то, что вот он в его работах всегда изображение труда, изображение человека, сильного, характерного человека, образного человека. То есть в его портретах это портрет, особенно вот мы в то время так со смехом относились, что ну, там доярки, то все. А вот я приглядываюсь уже спустя время, я смотрю, насколько точные портреты. Это Шали, крепкое село, щедрая земля, на которой испокон веков родятся красавицы. Истинные дочери Татарстана. Вот знаменитая картина, а вот ее героини полвека спустя. Харис Якупов біздің ауылда
художник болып келді ол мында ауылға орналасты. Ну, шунда инде. Харис Якупов приехал к нам в деревню и устроился художником. Картинкаға түсірем дейді, сүйештің де шу айтып. А я дояркой была, коров доила, молодая. Сиыр сауып түшкес. Нарысын лагерға мініп кеттік, лагерда түсірдім, шулай отырадыр емінде. Он и сказал, что будет меня рисовать. Я приходила к нему домой после дойки. Алар игенлик деген миша бойына игенлик деген жерге келгеннәре без шунда лагерьга төшерделәр безне. Яз көне 11 июнь числосы. На берегу Мёши мы встретились. Мы там лагерем стояли, коровы наши на пастбище были. Я в то время по 18 коров руками выдаивала. Он наблюдал за нами и удивлялся. Потом пришел к нам и предложил рисовать. Мы к нему после дойки приходили. Довольно долго он работал. В 1961 году он нас писал. Много времени прошло. Тогда мы были молодые, сейчас уже старухи. Знаменитый художник, для них дачник. Сосед по улице, простой и близкий. Он очень любил шутить. Большой, хороший человек был. Люди его любили. Далеко ушла та картина, где мы. Даже в Германии ее на открытке напечатали. Очень он поднялся за счет нее. Хороший был сосед, юморист. Очень молчаливый был человек, покладистый. Я в то время вела учет надоев. Просит молока, говорю, принесите накладную. Он и принес, такой честный был. Если бы видели его жену. Красавица, такая добрая была, с нами общалась. Мы тогда и не знали, что он нас так нарисует. Спасибо ему. Все награды за 30 лет труда ничто. А вот то, что он нас так нарисовали, пусть ему будет место в раю. Я всегда молюсь за него. Знаменитые на весь Союз татарские красавицы не затмили для Хариса Абдрахмановича образ единственный и неповторимый Раушан Апы. И жена, и помощница, и коллега. Он увидел ее в послевоенной Казани и полюбил раз и навсегда. Когда училась в художественном училище, она была звездой. Она с отличием закончила блестяще. Но, выйдя замуж, она полностью посвятила себя своему мужу. За всю свою жизнь я ни разу не слышал, чтобы она что-то требовала, каких-то денег или еще чего-то, улучшения. Мы же на каждом шагу вот такие компании. Только все возможности работай. Хочешь ехать на творческую дачу — езжай. Значит, она создала ему обстановку полнейшего творческого комфорта. Конечно, смешно в моем возрасте сказать, но я скажу, все-таки повторяю, это любовь. Надо любить друг друга. При этом не просто любить, ужиться, а именно любить. Именно любить. Он был очень красивый человек. Очень. Я в любом возрасте им любовалась. Вот вы сами видите, какие у него фотографии красивые. В свою очередь он мне говорил: вот я тебя
много писал портретов. Похоже, но не ты, ты лучше. Всегда говорил, ты лучше. Ну, знаешь, видимо, так надо любить друг друга. А потом он такой человек был честнейший, очень порядочный, очень... Никогда вот за 60 лет вот дети мои, внуки, правнуки, 7 правнуков у нас, они свидетели, они не слышали, чтобы их дед, папа, давай ты, чтобы голос там поднял как-нибудь. Вот так что это, видимо, для них они тоже очень хорошие мне ребята. Видимо, наш пример, вот наши отношения друг к другу, вот такое уважение, любовь, видимо, помогло нам, само собой, их воспитать такими же. О них очень хорошего мнения все окружающие говорят, что как вы их воспитали. Удивительная семья. 14 творцов, 14 художников. И это пока. Ведь подрастают младшие Якуповы, вдохновленные творчеством патриарха. А это его первенец, Фарид. До определенного возраста я даже и не знал, что существуют какие-то другие профессии. То есть это как своего рода Маугли вот в своей стае, значит, и потом уже он начинает, не может приспособиться к человеческой жизни. Даже когда я смотрел в окошко, ходили люди, я думал, они вот сейчас придут, значит, домой, возьмут кисточки, начнут рисовать. Прежде всего, меня как художника волновало, с какой напряженностью цветовой гаммы он работает. Это, кажется, мы привыкли, а на самом деле у него очень яркое цветовое видение, очень плотный, насыщенный цвет вот в картинах. И в этой связи мне хочется сказать, что вот эта стезя, она не как повтор, а как развитие идет дальше и в творчестве Фарида Якупова, и прежде всего в творчестве супруги Рушанапа. Вот в ее работах особенно похоже, что даже цвета у них в чем-то, во многом очень, не то что схожи, это как будто один мастер писал. Но это не в плохом смысле, а именно в хорошем смысле. Они подхватили дух его. Он пережил 1417 страшных дней. Он вернулся с Великой Отечественной, создал свою школу, обрел славу, награды. Он любил и был любимым 60 лет. Я не плачу. Он ушел на фронт. Он, как он сам говорил, от звонка до звонка воевал на передний край, как называется. Вернулся, сложился как личность, оставил яркий след. Я говорю, жил счастливой жизнью. Так что счастливый человек, 90 лет, не каждый, и при этом до конца быть вот таким именно творческим. Жизнь Хариса Якупова оборвалась в феврале 2010-го. Его зарисовки до сих пор говорят за своего автора.